Уральская индустриальная биеннале современного искусства родилась не на пустом месте. Вот уже больше 2 лет екатеринбургский филиал ГЦСИ реализует программу, которая называется «Уральские заводы. Индустрия смыслов». И основная идея этой программы — это актуализировать промышленное производство в культурном контексте. Мы сделали 2 фестиваля «Арт-завод», и мы поэкспериментировали с работой на уже закрытом производстве, на действующем предприятии. Собственно, это дало такой толчок и стимул для того, чтобы это продолжать уже в другом масштабе и с другими задачами. Таким образом родилась вот эта идея индустриальной биеннале. То есть мне бы хотелось подчеркнуть, что слово «индустриальное» здесь действительно для нас очень важно. И это, наверное, такая идея, что наша вот эта вот революция, которую мы хотим сделать и которая происходит современным искусством, она идет изнутра. То есть вот действительно из индустриального уральского нутра мы это взяли как главную идею, с которой нам было бы интересно работать и в дальнейшем. И первая биеннале, она получилась как бы состоящей из 2 таких очень самостоятельных кусков. И, собственно, это отражает двойственную природу индустрии как таковой, как она в Екатеринбурге-Свердловске представлена. Кураторы основного проекта — это международная команда кураторов Екатерина Дёготь, Космин Костинос и Давид Риф. Они предложили очень критический проект, который проблематизирует индустрию биеннале как таковой и обращаются, наверное, к 2 таким главным лейтмотивам. Это истории индустрии, связанные с 30-ми годами, вот это сверхпроизводительным трудом, которым и был создан этот город, действительно, в том виде, которым мы его знаем, с множеством памятников конструктивизма, которые сохранились в Екатеринбурге, которым он действительно известен. И вторая идея — это мобильность образов, и поэтому в основном произведения были не оригинальные, а это реконструкции, репродукции или произведения, созданные по предложенным сценариям художников, как, например, перформанс Ильи и Эмилии Кабаковых, который делался екатеринбургскими перформерами на открытии. И второй такой подход — это проекты на действующих заводах, на таких крупных предприятиях, которые на самом деле в сознании горожан скорее связаны с топонимами. Это Уралмаш, ВИЗ, Вторчермет, но которые на самом деле являются до сих пор этими действующими организмами, которых, собственно, строится и региональная экономика по сегодняшний день. И вот было очень интересно попробовать действительно вернуть эти заводы на какую-то уже ментальную карту города и вернуть жителей, привести их в то место, которое, собственно, закрыто, и никто туда ни за искусством, ни за чем не ходит. Действительно важным для всей биеннале стало то, что мы погрузили в это биеннальное движение весь город. И параллельная программа с 20 институциями, образовательная программа, которая каждый день шла на этой площадке. То есть это действительно создало такую совершенно новую историю бытования искусства в этом городе, потому что до этого оно воспринималось, не знаю, в истории 80-х годов как такое, 70-80-е годы — это официальное искусство, суровостилье уральское, затем это очень своеобразный радикальный акционизм 90-х годов. И вот история 2000-х, она в 2010 году закончилась индустриальной биеннале, и для нас это начало, на самом деле, новой такой уже десятилетки, когда Екатеринбург этим проектом мы хотим поставить действительно полноценно на карту мира. И с первой биеннале этот процесс начался, и вот сейчас посмотрим, что будет на второй.